Lazarux Models. Собирай в масштабе. Всем привет, дорогие друзья! С вами YouTube канал Lazarux Models. Канал о коллекционировании масштабных моделей и истории создания легкового грузового и общественного транспорта. Этот ролик посвящен одному из легендарных автобусов, символу пригородных и городских перевозок с конца 1980-х годов – ПАЗ-3205. В 1960-х годах основным автобусом малого класса в СССР был ПАЗ-672. Несмотря на популярность, к началу 1970-х годов модель начала устаревать. Слабая безопасность, высокий расход топлива, устаревшая компоновка, неудобства для водителя и пассажиров, проблемы с тормозной системой. На Павловском автобусном заводе начали искать замену еще до массового распространения ПАЗ-672. Первоначально создавался совершенно новый автобус – ПАЗ-3203. Именно он стал базой для будущего ПАЗ-3205. В 1972-1977 годах инженеры ПАЗа работали над перспективным ПАЗ-3203. Автобус был значительно современнее предшественника. Новая форма кузова, большие окна, улучшенная обзорность, пневматическая тормозная система, новая подвеска, более комфортный салон. Но проект оказался слишком дорогим и сложным для массового производства в условиях советской промышленности. Многие узлы были недостаточно надежны, а часть комплектующих промышленность просто не могла выпускать серийно. В результате ПАЗ-3203 так и не пошел в полноценную серию. Технические характеристики автобуса ПАЗ-3205. Годы выпуска с 1989 до 2003 года. Некоторые модификации производятся по сей день. Габариты. Длина 7000 мм, ширина 2500 мм, высота 2960 мм по крыше. Снаряженная масса 5610 кг. Полная масса 7610 кг. Пассажировместимость от 42-45 пассажиров, 23 места для сидения. Двигатель карбюраторный бензиновый ЗМЗ-5234 или дизельный ММЗ-245 ЕМЗ-5345. Мощность двигателя 130 лошадиных сил. Коробка передач 4- или 5-ступенчатая механическая. Максимальная скорость с двигателем ЗМЗ-ММЗ 90 км в час, с двигателем ЯМЗ 110 км в час. Расход топлива 20-25 литров на 100 км в час, бензиновый двигатель ЗМЗ. Или 13-18 литров на 100 км в час, дизельный двигатель ЯМЗ. Количество экземпляров более 250 тысяч. Также автобус ПАЗ-3205 встречался в эпизодах фильмов, таких как «День любви», «Однажды на Кавказе»,
ЧБ. Это не Юра, это Глеб. Ты где? Глеб, я в Подмосковье. Вообще-то здесь очень. Я знаю, а я от Арсена Григорьевича, понимаете? В каком Подмосковье? Тебе что, захватили? Да нет. Тогда или нет? Что вообще случилось? Ты можешь говорить свободно? Могу. Как-то неубедительно звучит. Простите, пожалуйста. Да подожди ты. Чего они хотят? Ярослав, чего они хотят? Да все нормально, никто ничего не хочет. Тогда сегодня ты лично объяснишь мне, почему главный свидетель шляется не пойми где накануне суда. Ты понял? Понял, все. Вот все, спасибо, уважаемая, спасибо. Все, в чем проблема? Все. Ну чё? Всё, вот, 2 билета на Москву, 7:30, все. У тебя лава еще есть? У тебя самого нет, что ли? Вот там денег не дают. Решение о ликвидации. Куда полез? Ты что, надо? 10 тысяч, что ли? Здесь дети. Товарищ генерал, что делать? Черт, я знаю, что делать. Времени совсем. Райцентр. Солнцепек. Гончаренко. Че сидим, выходим? Алексей. Семен. Рад знакомству. Здорово, брат. Здорово, братуха. А мы ждали. Олег. После проблем с ПАЗ-3203 конструкторы решили создать упрощенную модель, максимально используя существующие агрегаты грузовиков ГАЗ. Так появился ПАЗ-3205. Первый опытный образец был собран летом 1979 года. Затем завод изготовил десятки экспериментальных машин с разными вариантами двигателей, дверей, тормозных систем, подвески, оформления салона. Главной задачей было создать автобус, дешевый, простой в ремонте, пригодный для плохих дорог, способный работать в сельской местности и суровом климате. В 1984 году началась ограниченная конвейерная сборка опытно-промышленных партий. Официально опытное промышленное производство стартовало 17 ноября 1985 года. Окончательно модель утвердили в 1986 году, а массовое производство началось 1 декабря 1989 года, одновременно с прекращением выпуска старого ПАЗ-672М. Автобус оказался очень удачным для постсоветских условий. Простая конструкция, дешевые запчасти, высокая ремонтопригодность, возможность эксплуатации в деревнях и небольших городах, работа на плохих дорогах, компактные размеры. В 1990-е годы ПАЗ-3205 буквально спас многие автопарки России и стран СНГ, потому что был значительно дешевле больших автобусов. ПАЗ-3205 стал одним из самых массовых автобусов
на постсоветском пространстве. К середине 2010-х было выпущено более 220 тысяч машин различных модификаций. Этот автобус десятилетиями работал на пригородных маршрутах, в школах, на заводских перевозках, в армии, у полиции и МЧС, в качестве маршрутного такси. Для миллионов людей ПАЗ-3205 стал настоящим символом провинциального транспорта 1990-х и 2000-х годов. Дорогие зрители, хочу всем сообщить, что у меня появился мой ТикТок и Телеграм-каналы. QR-коды к ним видите на экране. Я буду туда выкладывать свои видео и другие материалы, связанные с моей коллекцией масштабных моделей. Всем спасибо за внимание. Оставьте свой комментарий, какие у вас остались воспоминания и мнения об автобусе ПАЗ-3205. Подпишитесь на этот канал, поделитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И до новых встреч!